Якутия, край далекий, край суровый. Царское самодержавие превратило Якутию в тюрьму без решеток, в ледяной острог. В глухих таежных наслегах прятали русские цари лучших людей России. Здесь отбывали ссылку великий революционный демократ Чернышевский, замечательный русский писатель Короленко, пламенный большевик Емельян Ярославский, славный соратник Ленина и Сталина Серго Орджоникидзе. Далека была прежде Якутия. Год уходил на дорогу. А теперь более 8000 километров от Москвы до Якутска по регулярно действующей авиатрассе самолет покрывает в 24 летных часа. Они не видели больших богатств этого края, его большого будущего. Под крылом самолета неоглядное таежное море. Лена. На берегу Лены, где был глухой царский острог, возник новый социалистический город, столица самой северной автономной республики Российской Федерации — Якутск. Еще недавно на месте этих каменных зданий стояли жалкие хибарки, древние юрты. До наших дней сохранилась эта бревенчатая башня старой крепости, память об основателях города, русских казаках. Политически ссыльные смело выступали против царских тюремщиков. В 1904 году жандармы 3 дня штурмовали дом якута Романова, где во главе с большевиками забаррикадировались восставшие ссыльные. На этих ставнях сохранились следы жандармских пуль. На всю Россию прогремело это событие. Русский народ по-братски помогает молодой Якутской республике создавать на севере подлинно новую жизнь, достойную советского человека. Молодеет город, новые растут дома, на многих улицах укладываются новые торцовые мостовые, возникают новые кварталы. И в дни народных праздников на улицах Якутска так же весело и шумно, как во всех городах нашей Родины. Вот кому предстоит открывать сказочно огромный, еще во многом нетронутые богатства необъятного края. В Якутии построены мощные электроцентрали, питающие энергией молодую якутскую промышленность. Первый в Якутии большой лесокомбинат. Леса — огромные богатства республики. 148 миллионов гектаров тайги. Только в годы сталинских пятилеток начали широко разрабатывать лесные богатства. Невелик этот первый на севере стекольный завод, но дорог и важен для Якутии. Раньше якуты не знали ни стекла, ни посуды.
веками ели из деревянных чашек. На этих первых предприятиях вырастают молодые индустриальные кадры Якутии, основа дальнейшего социалистического расцвета республики. Современные суда строятся теперь на своем судостроительном заводе. В столице Якутии пущен первый механизированный хлебозавод. Здесь выпекают хлеб не только из привозной пшеницы, но и из своей, якутской, созревшей под скупым северным солнцем на вечной мерзлоте. Вся земля Якутии лежит в зоне вечной мерзлоты. В летние месяцы почва оттаивает на 1-2 метра, и тогда ее можно копать лопатой, а дальше идет земля, твердая как камень. Вы слышите стук кирки. Начался слой вечной мерзлоты. Но стоит ее согреть, и она превращается в кашу. Академия наук СССР создала в Якутске специальную мерзлотную станцию. В подземной лаборатории, где и в жаркий летний день 5-6 градусов ниже нуля, ведется научная работа. Директор станции Павел Иванович Мельников со старшим научным сотрудником Андрианом Ивановичем Ефимовым исследует ископаемый лед. Эти куски льда – остатки ледниковой поры. Им не менее 10-15 тысяч лет. Как на вечной мерзлоте воздвигать многоэтажные каменные здания, строить фабрики и заводы, сооружать железные дороги? Перед якутскими инженерами и строителями встала трудная задача. Прогретый летним теплом, верхний слой грунта под тяжестью сооружений оттаивает, оседает. И вот что иногда происходит с домами. Но если опустить вглубь земли железобетонные сваи, вечная мерзлота сама становится крепчайшим фундаментом. На таких уходящих вглубь земли железобетонных столбах воздвигнуты в Якутии многоэтажные сооружения. Советские ученые решают и другую, важную для Якутска задачу. Вечная мерзлота броней прикрыла подпочвенные воды, поэтому в Якутске нет колодцев. Чтобы добраться до грунтовой воды, нужно пробить 200-метровый оледеневший пласт. Сегодня большой день в Якутске. Пробурена первая глубокая скважина. Воздух, нагнетаемый мощным компрессором, должен вытолкнуть воду из-под мерзлого грунта. Все готово к пуску. Воздух пошел в землю. Большую победу одержала советская наука. Директор мерзлотной станции товарищ Мельников докладывает на сессии Якутской базы Академии наук о новых задачах по изучению вечной мерзлоты. В работе сессии принимают участие профессор Бахрушин, профессор Цитович, секретарь областного комитета партии товарищ Винокуров и молодые ученые республики.
русские ученые помогли якутскому народу воспитать свою интеллигенцию. Авсентий Мординов – кандидат философских наук. Он заведует кафедрой марксизма-ленинизма в Якутском педагогическом институте. Растут новые отряды учителей, агрономов, врачей, инженеров. Они воспитываются и здесь, в Якутске, и в учебных заведениях Москвы, Ленинграда, Киева. Якут Елисей Тихонович Александров ныне заслуженный врач РСФСР. Многих молодых врачей подготовил для Якутии русский хирург Владимир Сергеевич Семенов. Старый врач избран заместителем председателя Верховного Совета Республики. Якутия была краем трахомы, туберкулеза, вымирания. Советская власть создала в Якутии свыше 700 медицинских учреждений. Трудно будет сыну поверить, что мать его родилась в холодной юрте. Для детворы Якутии созданы благоустроенные ясли и детские сады. Тридцать лет назад на 1000 якутов было только 7 грамотных. Теперь на 1000 якутов только 7 неграмотных. Одной жизнью живут якутские и русские дети. В этой школе училась Евдокия Сивцева. И вот она снова здесь, в родной школе, учит детей на родном языке. Вернулся в школу к любимой своей профессии участник Великой Отечественной войны, учитель Павел Петрович Иванов. Крупнейшая на севере Якутская государственная библиотека насчитывает свыше 500 000 томов. Не было у якутов своей письменности, своих книг. Теперь у них и свои книги, и свои писатели. Сегодня писатель Николай Мординов читает друзьям свою новую повесть. На творческом вечере присутствуют сказитель и поэт Михаил Терешкин, прозаик Николай Золотарев, поэт Ободинский, поэт Новиков-Урастыров. Им есть о чем рассказать, якутским писателям и поэтам. Их творчество вдохновляет великое обновление родной земли. 12 миллионов книг выпустило за годы советской власти Якутское государственное издательство. 34 газеты на родном якутском и на русском языках выходят в республике. Свободный и даровитый, якутский народ творит свою культуру, национальную по форме, социалистическую по содержанию. В Государственном музее собраны лучшие образцы искусства якутского народа. Много полотен посвящено современной якутской деревне. «Жатва в колхозе» – картина молодого художника Избекова. Портрет девушки художника Александрова. Народный художник Романов написал серию портретов героев Великой Отечественной войны. Музей непрерывно пополняется. Новая работа скульптора Добрынина. В ледяной якутской земле часто находят мамонтовую кость, и талантливые косторезы создают из нее подлинные произведения искусства. Богат народный эпос якутов. Картина «Витязь с невестой» художника Романова. Народному эпосу посвящена и первая якутская опера композитора Жиркова «Нюргун Боутур» «Богатырь Нюргун». Арию Туярыма Ко исполняет заслуженная артистка республики Егорова. Ала
Как Волга у русских воспета Лена в песнях якутов, одна из красивейших и величайших рек мира. Сотни пароходов бороздят широкие воды ее от верховьев до Ледовитого океана. Лена — главная транспортная магистраль Якутии. За годы сталинских пятилеток ее флот вырос в несколько раз. На всю Лену прославилась стахановская команда буксирного парохода «Иосиф Сталин». На мостике капитан Василий Андреевич Докучаев. Четко несет вахту команда парохода. Выученику капитана Леониду Ромину всего 18 лет, а ему уже присвоено звание отличника речного флота. За скоростные рейсы команда держит вымпел ленского пароходства. Издавна славится рыбой эта многоводная река. Успешно ведет промысел бригада рыбака Дмитрия Ивановича Архипова из колхоза «Алас». Шестой десяток лет рыбачит на Лене Иван Егорыч Ильин. Здесь много рыбы, какую не везде встретишь. Таймень, нельма, максун. По берегам Лены раскинулись обширные луга и пастбища. Животноводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства Якутии. 400 молочных коров принадлежит колхозу имени Каландарашвили. Раньше, в течение долгой зимы, тощие якутские коровенки почти не давали молока. При скудном корме они едва могли дотянуть до весны. В последние годы якутские колхозники выращивают скот улучшенной породы, дающий высокий удой молока. Александра Николаевна Максимова – лучшая доярка колхоза. Успешно соревнуются с ней ее дочь Прасковья и доярка Елена Скребыкина. За 5 месяцев колхоз выполнил годовой план государственных поставок молока. Не только молочный скот, но и большие табуны коней составляют богатство колхоза. Якутские лошади выносливы и неприхотливы. Они способны до глубокой зимы держаться на подножном корму. Отличные природные качества якутского коня можно еще улучшить. Известный якутский ученый профессор Габышев – частый и желанный гость в колхозах. Внимательно слушают коневоды и председатель колхоза товарищ Петров указания профессора. Задумался председатель, взвешивая ценные советы ученого, подсчитывая колхозные ресурсы нового хозяйственного года. Богато, в достатке живет якутское село. Впереди перспективы сделать колхозную жизнь
еще более счастливой и зажиточной. Осенним вечером в сельском клубе собралось правление обсудить план развития колхоза. «Вот цифры нашего плана», — докладывает председатель. «Только в этом году мы увеличим колхозное стадо на 190 коров, на 200 лошадей, построим новые дома и откроем свою школу-десятилетку». Слушая председателя, многие невольно вспомнили о прошлом. А давно ли ютились якуты в тесных и грязных юртах? Поколениями вымирали от голода и болезней. Кануло безвозвратно это страшное время. В Якутии, как и всюду в нашей стране, первая забота о детях. На берегу Лены раскинулись палатки пионерского лагеря. Крепким, здоровым растет в советской Якутии юное поколение. Это в бывшей ледяной тюрьме, где из 10 якутских детей выживал один. Короткое здесь лето, но зато жаркое, солнечное. А вечером на берегу Великой реки ребята поют родные песни, слушают народные сказки. И как в сказке те из них, кто лучше всех учился, на крыльях уносятся в дальние края к синему морю, в пионерский лагерь Артек. Снилось ли отцам их и дедам, что дети и внуки их полетят через всю нашу великую страну к южному солнцу, к теплому морю? С любопытством смотрят юные путешественники в окно самолета. Внизу родная Якутия, везде прекрасна наша Родина. И там, на далеком юге, куда они летят, и здесь, на севере. Каждую весну десятки геологических экспедиций углубляются в нехоженные таежные горы Якутии в поисках новых, еще не разведанных богатств. Группа геолога Ильина отправилась на разведку в малоисследованный район. Якутия – край горных богатств. Геологи разбили палатки у подножия гор, не обозначенных на карте. Огромные успехи освоения Якутии, но еще больше в ней неизведанного. Якутию можно назвать страной будущего. Прежде соль привозили с далекого Каспия. По морям, океанам и рекам кругосветным путем шла она в Якутию. А соли здесь огромные залежи. Мощные соляные источники бьют из недр земли. Якутская земля богата золотом. Алдан — всему миру известный золотопромышленный район. Сюда пришла сложная техника. Драга — передвижная фабрика золота. Ее механизмами обычно управляют несколько человек.
Депутат Верховного Совета Союза СССр товарищ Волков один управляет всем производственным процессом. Он лучший драгер Алдана. Много операций проходит руда, прежде чем от нее отделится золото. В горном техникуме Алдана воспитываются молодые разведчики золота, будущие мастера растущей золотой промышленности. Далеко на крайнем севере возникают новые промышленные районы. В низовьях Лены вырос шахтерский поселок Сангары. За короткий срок здесь построены механизированные шахты. У якутов появились свои стахановцы угледобычи. Депутат Верховного Совета Республики Егор Ципандин и Алексей Старченко и у Ледовитого океана работают горячо по-донецки. Из шахт по транспортеру уголь сразу поступает в баржи и трюмы речных судов и идет по Лене к Ледовитому океану. У морских берегов Якутии и в летние месяцы можно встретить полярные льды. Более 2000 километров Великого Северного морского пути пролегает вдоль берегов Якутии. Мощный ледокол Арктического флота пробивает дорогу каравану судов, идущему в северные порты. Впереди морские ворота Якутии, бухта Тикси. Здесь, в Тикси, в самом большом на Ледовитом океане порту, прибывшие грузы переваливают на речные суда. А якутский уголь с ленских пароходов поступает в бункера морских кораблей. И спешат корабли в дальнее плавание по Ледовитому океану. Новые города и поселки возникают на бескрайних просторах тундры, где еще недавно бродили племена кочевников-оленеводов. Кресты. Раньше небольшое становище, теперь это центр Нижнеколымского района, и здесь строительная страда. В новые дома переселились колхозники одного из самых северных в Советском Союзе колхозов Турва-Ургин. Новый быт пришел в бесприютную тундру. Здесь, на необжитом севере, люди приобщаются к советской культуре. Самые юные зрители, как и всюду, засветло занимают первые места.
зажиточно живут колхозники-северяне. 20 тысяч оленей принадлежит колхозу Турбаургин. Не насмотрится пастух Николай Дьячков на свое замечательное стадо, которое пасет он в тундре у самого ледовитого океана. Сегодня в стане ждут гостя. К пастухам приехал председатель колхоза, депутат Верховного Совета Республики, комсомолец Николай Таврат. Хоть и молод председатель, но умело управляет он хозяйством колхоза-миллионера. Радостную весть сообщает председатель колхозникам. Бригаде присуждено переходящее красное знамя. Сталинский устав колхозной жизни доверил все богатства тундры нам, пастухам, сказал бригадир. Мы будем беречь его и умножать. Приближается зима. Она несет с собой новые заботы об оленях. Нужно перейти на новые зимние пастбища. Олень на севере все. Мясо, жир, одежда и транспорт. На оленях с первым снегом охотник всей семьей отправляется вглубь тайги. Рано привыкают будущие охотники к походной таежной жизни. Охотники-братья Габышевы вышли промышлять белку. Нарядна тайга зимой, много здесь пушистого золота. Высоко на дереве притаился зверек. Чтобы не повредить шкурку, охотник снайперски бьет зверя в глаз. Знаменитая якутская голубая белка. — 24 тысячи беличьих шкурок добыл за свою жизнь Иван Кульбертинов. По-прежнему зорок старый охотник. В этом сезоне он уже сдал государству 550 голубых белок. В тайге мы встретили прославленного охотника, знаменитого снайпера Федора Охлопкова, уничтожившего 429 фашистов. Теперь он обучает молодых охотников меткой стрельбе и искусству ловли зверя. Главное в охотничьем деле — умело замаскировать капкан.
Жан схватил рукавицу. Схватит ли он лису? Попалась. С богатой добычей едут охотники. В Якутии 12 тысяч охотников. Это целая дивизия снайперов. Они дают государству 25% всей добываемой в Союзе пушнины. Радостно подводит оленей к крыльцу фактории молодой охотник Гульбердинов. Удачный был промысел. На республиканской выставке радует глаз богатство якутской тайги. Голубой песец, лисица-огневка, росомаха, чернобурая лисица. Главный промысловый зверек — белка. Дорогой мех дает хищный горностай. Из шкуры полярного волка шьют самые теплые на свете шубы. Но не только в тайге промышляют пушнину. Ее выращивают в специальных питомниках – андатра. Она быстро плодится в водоемах и дает прекрасный мех. И лиса-чернобурка нагуливает серебро своей шубки в многочисленных лисьих фермах. Много труда нужно положить за технику, пока лисицы обрастут своим нарядным мехом. Ранней весной они выглядят неуклюжими щенками. Гостеприимно встречают ветеринара, обитатели питомника. Скорей в укрытие. Этому лисенку прописаны пилюли. Неприятная процедура. Чтобы скорее отрастал мех, для лисят приходится готовить изысканную пищу. Совсем по-иному, чем ветеринара, встречают они повара. И в час обеда в норах не остается ни одной лисы. К осени лисицы покрываются пышным серебристым мехом. В тайге и на полях Якутии советская наука упорно побеждает суровую природу. За годы советской власти поля и огороды продвинулись далеко на север, к самому полюсу холода. Посевная площадь выросла втрое. Здесь выращивают не только капусту и огурцы, но даже помидоры. Заботливые якутские огородники по несколько раз в день поворачивают их к скупому северному солнцу. Недалеко от Якутска расположена государственная селекционная станция. Ученые-садоводы выращивают плодовые деревья. Это стелющиеся яблони. Невелики плоды, но они уже есть. И якуты-мичуринцы уверены, что в Якутии будут фрукты. Гордостью селекционеров являются северные сорта ржи и пшеницы, которые успевают вызревать за короткое якутское лето. Научные сотрудники станции продолжают работу над новыми морозоустойчивыми сортами зерновых культур. Раньше в Якутии сеяли хлеб главным образом русские. После Великой Октябрьской революции земледелие широко развивается в якутской деревне.
Отличный урожай собирают в колхозе имени Димитрова Алекминского района. У председателя колхоза Егора Егорыча Торговкина горячая пора. Умело управляет трактором Мария Дыдрова, знаменитая трактористка Севера. Здесь, в Якутии, ее знают и уважают так же, как Пашу Ангелину на далеких солнечных полях Украины. В прошлом году она была избрана в Верховный Совет Республики. И вместе с избранниками якутского народа Мария Дыдрова ныне управляет в Верховном Совете государственными делами. Вот они, сыны и дочери трудового народа, ведущие Якутию к счастью и изобилию навстречу коммунизму. На юбилейной сессии Верховного Совета Якутии председатель Совета Министров товарищ Борисов докладывает о 25-летнем пути советской Якутии, об одной из больших побед ленинско-сталинской национальной политики. Отсталая и забитая царская колония стала республикой социалистического труда, цветущим краем свободного народа. И сегодня, в день знаменательного юбилея, принимая письмо великому Сталину, якутский народ дает твердое слово вождю: с честью завершить сталинскую пятилетку в 4 года. Благодарит партию большевиков и великий русский народ за помощь и братскую дружбу. И песней звучат слова письма: страны родной широк простор, ее расцвет ласкает взор, кругом весна и тают льды, весну принес нам, Сталин, ты.